Микрорайон Салават-Купере. Сегодня здесь проживает больше 20 тысяч человек. Есть школы, детсады. Жители просили парк и активно принимали участие в согласовании проекта. Ко дню города его обещают сдать. Новый формат, достаточно заболоченная местность со сложным рельефом. Но архитекторы воодушевленно взялись за работу в диалоге с жителями. Внимательно будем отслеживать ход работ и обращаясь к жителям, и чтобы они тоже обязательно принимали участие в процессе реализации самого проекта. Также новый парк появится за 7-й горбольницей, благоустроит сквер Толстого, откроется эко-кластер «Зеркала Татарстана» у Голубых озер, продолжит работы на набережной Кабана и у Черного озера. На все из республиканского бюджета выделено 672 миллиона рублей. В новых парках предусмотрены тротуары для пешеходов и велодорожки. Это становится необходимостью для всего города. Только в этом году произошел 41 наезд на велосипедистов, 1 человек погиб. Сложнее дела обстоят с обустройством велодорожек в историческом центре. Улицы узкие, не рассчитаны на поток машин и СИМов. Длина велодорожек будет увеличена до 75 километров за счет новых путей. Несмотря на то, что сейчас по всей дороге спокойно разъезжают автомобилисты, уже к вечеру здесь появится отдельная полоса для велосипедистов. Для них отведут часть дороги шириной 2,5 метра и длиной 2 километра. Это частично решит проблему передвижения на электросамокатах. Сейчас в городе их больше 2000, но инфраструктуры нет. Поэтому рост ДТП на тротуарах и пешеходных переходах. Детей сбивали в Казани. В Челнах девушка на самокате разбилась насмерть. Одна из мер, которая позволит решить эту проблему, рассматривать можно, потому что на сегодняшний день движение самокатов вообще никак не регламентировано. Просматриваем весь лучший мировой опыт и, конечно же, велодорожка, наверное, будет как одно из мест, где самокаты при определенных правилах тоже смогут существовать и передвигаться по городу. Здесь столкнулся недавно, не сбили. Ну, это были маленькие дети, но как бы неприятно было им и мне. Да, проблемы есть, надо как бы решать в любом случае. Я думаю, надо дорожки делать. Коллегу мою вот по университету, к сожалению, сбивали и с такими неприятными последствиями. Поэтому я считаю, что для самокатов должны быть огорожены, специально огороженные места. Муж при виде каждого настолько злится, и, оказывается, были друзья, были знакомые, которые, вот выезжая со двора, сбили. Как нам сообщили в исполкоме, прошло совместное заседание городских властей, арендодателей самокатов и автоинспекторов. Одно из предложений в урегулировании сферы – внести понятие «водитель самоката» в законодательные акты, чтобы прописать его ответственность. Алия Хайрудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.